Ну, опять-таки, благотворительность сейчас, наверное, все-таки больше пшик, нежели чем какая-то серьезная, опять-таки, работа. И тоже она не систематическая, тоже разовая. А благотворительность воспринимается многими людьми по-разному, потому что, может быть, тот человек, который заработал, вышел на хорошие деньги, он не понимает, почему он вообще должен делиться, да, с кем-то, и почему он должен там какой-то процент отчислять на благотворительность. Эта позиция тоже понятна, с одной стороны. Но с другой стороны, вот, понимаете, опять все уходит в то, что вот мы живем в таком вот именно обществе. И нужна ли была благотворительность при социализме? Ну какая там благотворительность? Все более-менее жили одинаково, никто никому там ничего как бы и об этом и речи не шло. Но раз живем, да, при капитализме, мне кажется, человек ответственный, человек, который понимает, что социум станет добрее, что от того, что он делает, хоть там 1, 2, 10 человекам, хоть там на какое-то небольшое время станет легче в этой жизни, я так думаю, это уже очень важно. Наверное, ответственность в этом плане бизнеса, людей, высоких чиновников, топ-менеджеров, считаю, что это первое, что должно, так сказать, быть у них в этом плане. Как там, вот опять-таки, если говорить про Запад, человек берет, да, открывает какую-то больницу или какую-то, и вот он является патроном этой больницы, курирует, содержит даже, возможно, или какой-то дом, который принимает по ночам нищих, кормит их, одевает, или раздается питание на улицах. Это ведь тоже все достаточно такие вещи, которые позволяют людям выжить в этом сложном мире. Каждый из нас может попасть в любую ситуацию страшную и жуткую, поэтому не надо думать о том, что ты сегодня обладаешь большими деньгами, что все подвластно тебе. Мне кажется, что это иллюзия. Поэтому каждый из нас может оказаться в этой ситуации. И надо понимать, надо... Опять это касается воспитания с детства. Да, закладывается в семье, в садике, в школе, на работе, что благотворительность – это дело святое, это дело нужное. И я вот не знаю, можно ли назвать благотворительностью нынешнюю волонтерскую помощь крымскую, затопленную. Вот посмотрите, сколько людей по зову сердца просто взяли, собрали вот эту помощь. Наверное, это благотворить, да? Благотворительность – это тоже один из аспектов. И ведь поехали, повезли эту помощь, они раздавали ее людям. Они это делали раньше, чем это сделало государство. Ведь, значит, общество живо, значит, что-то в нем ведь там происходят какие-то процессы человеческие. Поэтому я считаю, что благотворительность – это то, что отличает человека, еще одну, так сказать, один показатель от, наверное, от животного. Хотя даже у животных принято принести косточку больному зверю. Да? Есть вот такие вещи, когда мать кормит своих детей, приносит им еду. Когда дельфины своего раненого друга, сородича выталкивают на поверхность, чтобы тот вдохнул, киты, дельфины. То есть, в принципе, это вот идет такая взаимопомощь, взаимовыручка. И без этого просто не прожить, я считаю. Мы должны понимать, что благотворительность это дело нужное. Кто-то говорит, может быть, это избалует людей. Да ну как это может избаловать? Никак это не может избаловать. И ответственность людей, которые зарабатывают деньги, должна быть очень высокая. Ответственность людей, которые имеют большие доходы, материальные блага. В капиталистическом обществе это должно быть так, я считаю.